Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и вот о чем мы расскажем сегодня. Бизнесу в помощь. Сделали замеры и показали вот коллегам, раз этот вопрос дошел до меня. Какие проблемы предприниматели республики озвучили на встрече с президентом, расскажет Рамиль Галиуллин. Течет крыша, нет условий для приема пациентов. У нас медицинский пункт уже как бы устарел. Жители села Байгулово Нижнекамского района жалуются на местный медпункт и спрашивают, когда будет новый ФАП. Сельчан выслушала Гульнара Миниханова. Даешь молодежь. Молодежное крыло появилось далеко не случайно. В Казани прошла молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Как школьники со всей России учились решать вопросы, волнующие все человечество, увидел Рамиль Шайдуллин. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. В Татарстане установилась аномально холодная погода. Сейчас температура ниже нормы на 9 и более градусов. В некоторых районах отметки термометров опускаются до минус 26. Такая погода сохранится до пятницы. В ближайшие дни до минус 15, ночью до минус 25. МЧС напоминает, нужно одеваться по погоде и рекомендует отложить поездки за город без острой необходимости. Льготы предпринимателям за поддержку семей мобилизованных, насыщение парков и скверов республики новыми услугами, нормативы накопления твердых коммунальных отходов для нестационарных торговых объектов. Об этом и многом другом сегодня бизнес-сообщество республики говорило с Рустамом Минихановым на Высокой горе. Президент отметил, такие встречи позволяют определить проблемы, которые мешают развитию их бизнеса. В зале в Кинзерях были 2 десятка предпринимателей и практически все правительство республики, а также депутаты Госдумы. Рамиль Галиуллин о решениях, которые принимались во время встречи. Времена, они резко поменялись. На встречу с президентом пришли 20 предпринимателей. Уже в самом начале, открывая беседу, Рустам Миниханов отмечает, в новых реалиях важно сохранить малый и средний бизнес на плаву. Новые вызовы, значит, новые рынки, проблемы с логистикой, проблемы с импортами, комплектующими. Но надо находить решение, поэтому такие встречи очень нужны. Первый к Рустаму Миниханову обратился аудитор Алсу Губайдуллина. Просят налоговые послабления для предпринимателей, которые осуществляют гуманитарную миссию. По своей инициативе помогают мобилизованным и их семьям. Данные расходы облагаются НДС и не признаются в расходах по налогу на прибыль и УСН. Предприниматели сами не поднимают данный вопрос из скромности и чистоты своих поступков. Как отметили, такой закон был принят еще в конце ноября. Более того, он имеет обратную силу, действует с 1 января 2022 года. С 1 января все безвозмездные выплаты, передача имущества не облагается налогом на добавленную стоимость, а все расходы, связанные с этим, внесены изменения в первую часть налогового кодекса. Рустам Миниханов поручил своевременно информировать бизнес о налоговых преференциях. Надо дать разъяснение, какой-то семинар провести, значит, здесь через наших уполномоченных на местах. Все понятно. Ваш вопрос уже решен, надо его донести. Предприниматели из Нижнекамска просят насытить услугами общественные пространства. По словам Ильнара Сираева, многие парки и скверы Татарстана не включены в схему размещения ларьков и киосков. Еще одна проблема – торговля в них разрешена, аренда нет. Где это все налажено только в городе Казани, так как в Казани уже создана дирекция парков и скверов, и она может это все делать. Но в других городах республики, там, получается, во всех остальных дирекции парков и скверов нет. И все предприниматели всегда попадают в такой вот административный барьер, чтобы на законных основаниях работать и производить какие-то услуги для населения. Эту проблему предприниматель озвучил лично Рустаму Миниханову. Президент дал поручение Институту развития городов. Торговля возможна, услуги запрещены. Например, прокат и подобные вещи на данный момент невозможны. Как услуги могут быть запрещены? Это так прямо и написано, что ли? Или не включено услуги? Не включено. Вот так и сказать, они не запрещены. Это правовой вакуум. Поэтому нам надо найти форму, прокурор здесь, посоветоваться, пока у нас этого нет, каким-то, может, нашим
документам регламентировать. Еще одна проблема, связанная с киосками и ларьками – нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Норматив для нас установлен 5,11 кубических метров с 1 квадратного метра общей площади объекта, что превышает нормативы по другим категориям от 5 до 50 раз. Рустам Минниханов попросил главу Минстроя рассмотреть этот вопрос. Если есть такое сомнение, давайте аргументированно сделаем замер и вот, чтобы не бумаги показали, взяли несколько объектов, сделали замер и показали вот коллегам, раз этот вопрос дошел до меня. Предприниматель Вячеслав Вдовин предложил сохранить специальный налоговый режим для ювелирной отрасли. Сейчас компании, работающие с серебром, пользуются специальными преференциями. С 1 января они лишатся налоговых льгот. Это приведет к росту стоимости товара на треть, уверен бизнесмен. Для тех, кто работает с золотыми украшениями, такое повышение чувствительно, но не фатально. Для мастеров, работающих с изделиями из серебра, где наибольшую часть себестоимости которых составляет как раз труд мастеров, это крах. Заняться ювелирным делом пообещал депутат Госдумы Айрат Фарахов. Ювелирная отрасль на сегодняшний день разделилась на два лагеря. Крупные предприятия, Адамас и так далее полностью поддерживают этот закон. Мелкие предприятия, это гильдия ювелиров, это предприятия примерно до 2 миллионов, по-моему, оборота в месяц. Их 110. Они категорически против. Я предлагаю поручить этот вопрос мне. Я считаю, что надо создать рабочую группу в Думе для того, чтобы представить интересы и крупных, и мелких производителей. Вопросов накопилось немало. В этом году к уполномоченному по защите прав предпринимателей поступило больше 3000 обращений. Для бизнеса важно создать хороший микроклимат, подчеркнул президент. Люди, которые создают рабочие места, сами себя могут удовлетворить, содержать. Это уже очень хорошо для государства. И мы, конечно же, всегда поддерживали и будем поддерживать. Большой разговор с президентом продлился 1,5 часа. Такие встречи с предпринимателями будут продолжены. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Высокогорский район. В этом году в Татарстане капитально отремонтировали 4 здания военкоматов. Один из них в Высокогорском районе сегодня посетил Рустам Минниханов. Он был построен 50 лет назад. За полгода, что длилась работа, полностью заменили крышу, окна, двери, обновили инженерные сети, отремонтировали фасад, установили новую мебель и оборудование. Президенту рассказали, какие цифровые технологии сейчас военкомы используют в работе. Показали, как за считанные секунды система поиска находит и распечатывает учетную карточку военнообязанного. В Татарстане масштабный ремонт военкоматов начали в этом году. На это из республиканского бюджета направят 285 миллионов рублей. Рустам Минниханов поинтересовался, как идет капремонт в других районах. Сколько военкоматов мы привели в порядок и сколько нам надо еще? Мы привели в порядок 4 военкомата в этом году. Программа до 2026 года, все 39 планированы. Хотя частично мы, конечно, ремонты делали при подготовке к конкурсу. Но вот такого плана ремонта, конечно. Хороший ремонт. В Мамадыше установили мемориальные доски в память об Олеге Сорокине и Александре Корееве, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Памятные знаки появились на стене 2-го лицея, где в разные годы учились герои. Старшему лейтенанту Олегу Сорокину было 27 лет. Он окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище. При выполнении боевого задания вместе с другим офицером прикрыл собой при отступлении около 200 бойцов, тем самым спас их жизни. Награжден орденом мужества посмертно. Командиру танковой роты капитану Александру Корееву было 32 года. Он окончил Казанское танковое училище. В специальной военной операции был задействован с февраля. Во время службы награжден медалью Суворова. В лицее прошли соревнования по армспорту и баскетболу, посвященные памяти героев-земляков. Наш сын прожил хоть и свою короткую жизнь, но он ее прожил не зря. Он оставил свой светлый свет в памяти у многих людей. Девочки любили, мальчики уважали, учителя восхищались, правильный, всегда воспитанный, всегда подтянутый. Казалось, что вот он родился таким и по жизни шел именно таким.
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий аптекам изготавливать лекарственные препараты. Теперь купить их можно в индивидуальной дозировке и в том количестве, которое необходимо каждому человеку. Закон распространится как на аптеки, так и на ветеринарные аптечные организации. Главное условие – наличие фармацевтической лицензии. Автор закона – депутат Госдумы Айрат Фарахов. Идея законопроекта у него появилась 3 года назад. Фармбизнес в основном за сохранение заводов. Заводы выпускают отдельные препараты, качественные, хорошие, но когда мы говорим о том, что ребеночку нужно четвертинку этого препарата, индивидуальную дозу из сиропа или в виде свечи, эти заводы не выпускают такие дозировки, потому что им невыгодно. А медицина должна быть персональной. Жители села Байгулово Нижнекамского района мечтают, чтобы в их деревне появился современный ФАП. Пока к ним 2 раза в неделю приезжает мобильная бригада из ближайшего пункта. Они принимают сельчан в ветхом здании, где условия оставляют желать лучшего. Районные власти рады бы возвести новый медпункт, однако государственные нормативы, а именно численность населения, не позволяет включить село в республиканскую программу. Гульнара Миниханова о шансах. У нас медицинский пункт уже как бы устарел. Вероника Боярова живет в селе Байгулово 20 лет. Помощь медиков сельским жителям необходима всегда, говорит она. В ней нуждается и ее 15-летняя дочь с диагнозом ДЦП. Мы уже несколько раз своими силами ремонтировали с бывшей фельдшерицей, как говорится, ремонтировали, но толку нет. Там и грибок, там и холодно, сыро. В диспансеризацию мы приходим, женщины как? Садиться надо на кресло. Это невозможно. Вот поэтому надо какие-то бы мероприятия сделать, да, хотя бы нам небольшой мобильный пунктик бы. Сейчас этот медпункт работает не на постоянной основе. Его сложно назвать ФАПом. Ну, хотелось бы, чтобы он был постоянно, на постоянной основе, чтобы был медик не приходящий, а постоянный уже. В 2 селах Байданкино и Байгулово прописаны 142 человека. Этого, по словам начальника управления здравоохранения района, недостаточно, чтобы открыть здесь фельдшерско-акушерский пункт. По нормативам численность населения должна быть не менее 300 человек. Поэтому местные власти пошли навстречу. Пациентов принимает фельдшер в старом здании 2 раза в неделю. Я приезжаю 2 раза в неделю, понедельник и четверг, с 8 до 12. Обслуживаю подворные обходы, также неотложную помощь. Когда она необходима, пациенты звонят мне, и я иду на неотложку. Для пациентов старше 65 лет реализуется республиканский проект доставки сельских жителей в городское или ближайшее медучреждение. Заказать транспорт можно через своего фельдшера. Они звонят, дают заявку своему фельдшеру. Мне необходимо то-то, то-то. К этому времени вызывается транспорт, и люди доставляются. В данной ситуации жители оказались заложниками той ситуации, что, да, они возрастные люди, им далеко добираться до Каинлов, но он находит Каинлинский ФАП в 2 километрах отсюда. Строить новый ФАП здесь не могут, мало жителей. Ремонтировать старое здание тоже не получается. Оно на балансе местной администрации не стоит. Поэтому вкладывать бюджетные средства не могут. Часть помещения принадлежит Камско-Полянской больнице, а часть физическому лицу. Поэтому и возникают трудности с ремонтом объекта. Жителям остается пользоваться теми благами, которые у них есть, или воспользоваться услугой доставки пациентов до ближайшего медпункта. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамский район. В Казани за последние 2 суток 3-й случай отравления угарным газом. ЧП произошло в 5-этажном доме по проспекту Ибрагимова. Пострадали 2 девушки 21 года и 22 лет. Сейчас они находятся в 7-й горбольнице. Причины происшествия устанавливает прокуратура. В ведомстве заявили, в ближайшее время специалисты проверят соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Напомним, в воскресенье в Казани отравились сразу 2 малышей. Они до сих пор находятся под наблюдением врачей. С начала года в Татарстане 40 случаев отравления угарным газом. 9 человек погибли, 79 пострадали. В Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора. Всего было зафиксировано 67 случаев заражения гриппом. 7 из них группы Б, 1 группы А и 59 AH1N1, более известный как свиной грипп. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на него приходится 88% от общего числа заражений. Пробка из-за светофора, стихийные свалки, некачественное питание в школе. На что чаще всего жаловались татарстанцы в народный контроль в ноябре, читайте в интернет-газете «Реальное время».
Полилингвальный комплекс «Адым-Нар» в Казани вошел в список ассоциированных школ ЮНЕСКО. Об этом стало известно сегодня на молодежной модели комитета ЮНЕСКО, которая как раз прошла на базе школы. Участие в форуме приняли Ментимер Шаймиев, ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и другие. В Казань сегодня приехала молодежь из 14 регионов страны. Они учились презентовать знаковые объекты своих субъектов, как это делают при подаче заявки на включение в список объектов всемирного наследия. О талантливых ребятах и мудрых наставниках Рамиль Шайдуллин. Он является характерным образцом русского оборонительного культового зодчества 17-19 веков. Включить Раифу в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это не просто мечта, а реальные шаги, которые делают учащиеся «Адым-Нар». Они участники молодежной модели комитета ЮНЕСКО. Ребята из 14 регионов страны учатся презентовать значимые места своей малой родины, как это было бы в реальности. Естественно, это большая ответственность лежит на нас. Мы, организаторы, постарались сделать так, как будто это настоящий показ объекта для внесения в ЮНЕСКО. Их презентацию оценивает авторитетное жюри страны. Ответственный секретарь ЮНЕСКО в России Григорий Орджоникидзе, посол доброй воли ЮНЕСКО Ментимер Шаймиев, научные эксперты. Все для того, чтобы молодежь была готова выступать на глобальном уровне. Молодежное крыло появился далеко не случайно. Потому что мы каждый раз говорим, молодежи надо передавать эту ответственность, научиться взять ее на себя. Ментимер Шаймиев приветствует участников на сцене самой современной школы республики. Именно «Адым-Нар» была выбрана для проведения молодежной модели ЮНЕСКО. Она должна была пройти в рамках 45-го заседания комитета ЮНЕСКО, но его перенесли по независящим от России причинам. Проводим ведь юбилей одной из конвенций ЮНЕСКО. Ну как можно, вообще не укладывается в голове, я искренне говорю, такой организации, чтобы еще попытаться причинить какие-то препятствия. Это недопустимо. Символично, что местом проведения модели выбрана именно «Адым-Нар», ведь эта школа имеет непосредственное отношение к ЮНЕСКО. Буквально на днях она получила статус ассоциированной с этой международной организацией. Это позволяет на уровне школ, на уровне учащихся, на уровне преподавателей обеспечивать такую международную мобильность, преподавательскую, студенческую, школьную. Они по каким-то определенным темам, которые входят, так сказать, в аспекты ЮНЕСКО, они сотрудничают с другими регионами, с другими школами. Так, как они это делают сегодня, учатся действовать на мировом уровне. Прекрасный опыт, который получают ребята, которые представляют и будут хвалиться своими достижениями, своими проектами в изучении объектов культурного наследия своих регионов. Мне кажется, это очень важно. И я бы рекомендовал проводить это не только, когда проводят большие форумы. В общем, в каждом регионе это нужно раз в год проводить такие молодежные сессии. Кроме презентации объектов, ребята примут участие в установочной сессии и посетят астрономическую обсерваторию Энгельгарта. Этот объект уже внесен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Москве прошло заседание комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества. Ее возглавляет Фарид Мухаммедшин. Здесь подвели итоги года и обсудили вопросы развития в новых геополитических условиях. Сегодня нужно пересмотреть географию экономических и культурных связей, усилить сотрудничество с дружественными странами, заявил глава парламента. Перспективными он назвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона и исламские государства. В этом плане, отметил Фарид Мухаммедшин, у Татарстана налажены крепкие многосторонние связи со странами, входящими в организацию исламского сотрудничества. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, взаимодействие с зарубежными партнерами не прекращается. Мы хотим очень серьезно пересмотреть географию экономических, культурных связей со странами, которые дружественны нам, и такие субъекты, как Татарстан, может активизировать работу по реализации такой промышленности, продукции, которую производят на предприятиях нашей республики. В Сабинском районе заработала первая в России инновационная газоизмерительная станция. По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Олега Аксютина, она не имеет аналогов в мире. Об инновационном проекте и какие задачи он решает в нашем репортаже. Здесь, в нашем Алданском ЛПУ, это пилотный проект, который представлен в виде двух весов
Пилотный проект не только в России. Аналогов инновационной однониточной ГИС нет даже в мире. Газоизмерительная станция – это комплекс технологического оборудования, средств и систем для непрерывного измерения расхода газа и контроля качества газа. Замер теперь будет производиться двумя ультразвуковыми преобразователями расхода диаметром 1400 мм, основным и дублирующим. Это позволяет повысить точность измерения расхода газа. Такая станция – прорыв метрологии и инновация на объектах «Газпрома», говорит Олег Аксютин. Использование вот этой разработки, этого ГИСа позволяет, собственно говоря, свести к минимуму и пятно строительства, и многие технологические операции, и, конечно, повысить надежность. Еще, наверное, замечательное решение в том, что здесь вот при монтаже этого ГИСа использованы такие технологии, которые позволяют проводить техническое обслуживание, практически не останавливая замеры. ГИС построили в этом году. Она работает в автономном режиме и не требует постоянного пребывания на объекте сотрудников. В 2023 году «Газпром Трансгаз Казань» планирует строительство еще 6 таких объектов на газопроводах Ужгородского коридора и 2 на газопроводах Новопсковского коридора. Проект, который мы будем реализовать, дальнейшее использование в «Газпроме». Так что молодцы. Спасибо, всех поздравляю. что нам доверили. Спасибо. Спасибо, Алексей. Также почетные гости ознакомились с промплощадкой компрессорной станции «Арская», преображение которой началось в 2021 году. И сейчас 2 цеха соответствуют самым высоким стандартам «Газпрома». Особое внимание члены делегации уделили цеху «Ямбург. Западная граница. Прогресс». На его базе планируется внедрение пилотного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25. Сразу 3 крытых футбольных манежа открылись сегодня в Татарстане. Так на высокой горе появился Эверест, в Буинске Максат, в Мензелинске Мензеля. В церемонии открытия в поселке Высокая гора принял участие Рустам Миниханов. Президент отметил новые крытые футбольные манежи – очередной шаг в обеспечении доступными спортивными объектами жителей всех городов и районов. Для ребят это возможность заниматься футболом в любое время года. Манежи имеют игровую и административную зоны, раздевалки, душевые, кабинет медпомощи. Рустам Миниханов также для всех 3 объектов передал сертификат на покупку спортивного инвентаря, а также сделал символический удар по мячу. У нас есть программа, чтобы в каждом районном центре был манеж. Сегодня мы имеем 6 в этом году, 6 до этого было построено, 12 на следующий год, 4. И таким образом мы везде обеспечим, чтобы наши дети в каждом районе имели доступ тренироваться и играть в футбол. Мне так футбол понравился, я смотрел телевизор, и я увидел, как там футбол играет. И захотелось тоже попробовать. И так мне понравилось. Я хожу теперь. Хорошо, просторно, тепло. Я хочу попасть в сборную России, потому что там есть очень хорошие игроки, и я стану, может, хорошим игроком. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее прогноз погоды, после 2-я серия теленовеллы «Алмаш». Не пропустите. Я с вами прощаюсь. До встречи. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Сельхознаб Киндери – одна из ведущих компаний по поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей. Современная качественная техника, выгодные условия, высокий уровень обслуживания. ООО «Сельхознаб Киндери». Плодотворное сотрудничество. Моя семья на мою профессию смотрит с большим уважением. Сама по себе профессия всегда востребована, поэтому и оплачивается очень хорошо. Рад тому, что помогаю людям. Как говорится, не каждому дано так щедро жить, на память людям города дарить. Шифашоп. Витамины, БАДы и органическая косметика для здоровья всей семьи на основе трав и масел. Источник вашего здоровья, красоты и долголетия. Доставка по всей России. Адрес магазина: Казань, Парижской коммуны, 10. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк.
С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Доброцен подарит приз. Путевку, поездку или круиз. Новогодний розыгрыш от магазина Доброцен. Главный приз – путешествие на 100 тысяч рублей. Я шеф-повар Александр Курицын. Я готовлю только свежих и качественных продуктов. В работе нередко приходится использовать очень нежные ингредиенты, которые важно правильно хранить и перевозить. Спасают различные приспособления. Например, всем известная упаковка способна защитить даже сырое куриное яйцо при падении со стола. Без такой защиты оно обязательно разобьется. Человеческая жизнь тоже довольно хрупкая штука и постоянно нуждается в защите. Поэтому своего цыпленка я перевожу только в автокресле. И уносят меня в звенящую снежную даль, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Здравствуйте. Обширный морозный антициклон продолжает работать на полную мощность. Предновогодние скидки в Данил Мастер минус 20% на заказ любой корпусной мебели только до конца декабря. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в среду 7 декабря в Бугульме, Баблах и Азнакаево переменная облачность, преимущественно без осадков. Солнечная температура ночью до 21 градуса мороза, а днем ожидается около 16 градусов ниже 0. Чуть менее морозно, чем накануне, будет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью 18 градусов мороза, днем 13 градусов ниже 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков и ожидается до 22 градусов мороза, а днем 13-18 градусов ниже 0. Переменная облачность в Арске, Кукмаре, Балтасе. Ночью около 15 градусов со знаком минус, днем 13 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске осадки маловероятны. Днем столбики термометров покажут 13 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше облачно с прояснениями и без осадков. Днем 14 градусов мороза. По предварительному прогнозу в четверг будет ясно, морозно и без осадков. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани переменная облачность, ночью не исключен небольшой снег, около 15-17 градусов мороза, днем ожидается 13 градусов ниже 0. Ветер южный, слабый, атмосферное давление по-прежнему высокое, 772 мм ртутного столба, что может стать причиной недомогания метеозависимых людей. Влажность воздуха 86%, магнитное поле Земли спокойное. Декабрь – последняя глава этого года. Сделайте ее по-настоящему запоминающейся. В студии был Илья Андреев. Я желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми. Смотрите наш телеканал. Здоровья вам и сил.